Обладательницей гран-при второго международного музыкального конкурса Алиса Гицба стала единственная представительница Абхазии Софья Сакания. В день своего 19-летия она получила престижную награду. Накануне в интервью Софья рассказала о том, что конкурсные прослушивания – это ее первое выступление на абхазской сцене. И о том, что еще ее бабушка мечтала увидеть, как Софья исполняет абхазскую песню в стенах Абхазской филармонии. Я не могла просто не поучаствовать в этом конкурсе, зная, что третий тур будет проходить в Сухуми. И у меня бабушка всегда очень хотела, чтобы я пела в стенах филармонии. Поэтому сегодня я осуществлю ее мечту. Она, к большому сожалению, это не застала. Но я думаю, что она видит и все услышит. К тому же песня на абхазском, завершающая, собственно, весь этот конкурс, я пою последняя, и завершает мое выступление. Стать победительницей международного музыкального конкурса – отличный старт в карьере. Тем более, что отбор был жестким. На конкурс поступило 88 заявок. Во второй тур прошли 64 исполнителя. В третий – 29 солистов и 6 ансамблей. Жюри было не просто выделить самых-самых, но по каждой номинации они принимали единодушное решение. Работать было очень легко. Было такое какое-то единодушие в жюри, которое бывает, кстати, очень редко на всех конкурсах. А мы, чувствовали друг друга все, и были некоторые такие разногласия, маленькие, небольшие, но, по крайней мере, все было очень слаженно. По словам Олега Смирнова, конкурс Алисы Гицбы стоит в одном ряду со многими престижными музыкальными конкурсами. В первую очередь, благодаря статусу и опыту организаторов и судей. Без ложной скромности скажу, что одни, может быть, из самых счастливых дней в моей жизни, потому что это теплый, теплейший прием, интересная работа с очень известными маститыми музыкантами, которые были в жюри. И, конечно, каждый выход молодого специалиста, молодого музыканта на сцену в качестве участника конкурса. Это, конечно, каждый раз для нас какое-то открытие. Помимо основных мест и дипломов, лауреаты конкурса получили специальные призы. Среди них сольные концерты, сертификаты на пошив концертных костюмов, отдых в Абхазии. Кристина Попова стала одной из участниц, которая собрала максимальное число таких наград. А ведь этот конкурс первый, в котором она участвовала. У меня мои друзья из академии подавали заявку, и я, на самом деле, в самый последний момент решила это сделать. Думаю, судьба не судьба. Я в 23:59 отправила заявку, думаю, надеюсь, все пройдет. И, в общем, как-то так все сложилось, что я здесь. И сегодня выступаю на концерте лауреатов, чему очень рада. 2 часа шел гала-концерт. На нем прозвучали классические произведения мирового музыкального искусства. Аккомпанировал вокалистам сводный оркестр из числа музыкантов камерного оркестра Абхазии и симфонического Северной Осетии. И это еще раз говорит о том, что музыка – великая объединяющая сила. Бесспорно, что этот проект является хорошей основой для дальнейшего взаимного сотрудничества в области культуры и искусства наших стран. Межкультурная коммуникация, как общение между различными этническими и национальными группами, способствует формированию и развитию культуры и общества, являясь связующим звеном между представителями различных культур. Подобные конкурсы – колыбели, с которой вырастают настоящие мастера искусства. Организаторы второго международного музыкального конкурса Алиса Гицба посоветовали запомнить имена лауреатов, потому что в будущем это наверняка звезды мировой величины. И особая гордость, что начинали они с побед в Сухумской филармонии. Марьяна Котова, Саида Гухава, Абаза ТВ.